закликав почитати про Гусову, так само. Ну і ми зауважили, що при всім при тим, що він доволі сирий, але він системний, він концептуальний. І свідчить об тим, що люди знайомі з юриспруденцією, з політикою. Я б не сказав би, що це таке нечто, при всім при тим. Так що я бачу такую интеллектуальную основу хорошую в этом, некоторые питания добро распрацованные. Вот. Ну, что я зауважу, что в основном так это подход такий либеральный, разумение, основная якость громадства – это право человека, это индивидуум, і он у основі. Це такий американський принцип, який зараз переживає кризис. Не тільки в Америці, але й в Європі. Значить, ми, фронт, Білорусь, ми в основу кладемо сім'ю. Основа громадства – сім'я. Это и христианский принцип. Это я не кажу, что я вам нечто указываю, я просто кажу, над чим варто подумати. От. Ну, є ще шмат таких моментів, таких дробних, може бути, але одразу треба думати, як вони не були. Ну, скажімо, президент може бути вибраний, коли він має 30 років. Це треба виключити, тому що політика – це такая громадская, это самая высокая громадская деятельность. Выше политики ничего нема. Потому что политика вымагає не только ведаў, она вымагає узросту, в опыту и взросту. И вот ближайший опыт, все эти курсы, все это вот, в Лютве мы бачим этих молоденов, ось, вони 40 год, это вот той узровень, коли приходить в опыт, и приходит отказность за других людей, за громадство, за нацию. Ось, і он такий принцип проверений опитом. Тому думаю, що такі явні речі, це треба продумати. Ну от, можна було б так більше говорити про такі деталі, бо треба розпрацювати і судову систему, і більш і військо, і міжнародну, і особливо землю. От, це просто вельми важний момент. От, бо земля, вона не тільки сродок, який дає можливість розвивати економіку, все, але це сродок, який замацовує суверенітет. Бо власність на землю, він примацовує чоловіка, як кажуть, до этой земли, до дома. Вот, тому это важный момент. Ну и про саму ідею. Значить, коротенько я розкажу трошки з історії, якої, я маю некое дочинення. Значить, що зауважено? Бо я цікавився і в 70-х годах, 60-х Смоленщини. Узровень національної свідомості у Смоленщині і в 70-х годах, і 60-х, це вже по опиту кажу, був вищий, ніж на Могилівщині. Є певні причини, чому це так відбулося. Вельми була винищена Могилівщина за Сталіном, і ще навіть тоді, коли був потоп. Мамаль були всі вибиті. От. На Смоленщині, поки вона була в Росії, горша була економічна ситуація, і люди втікали на Могилівщину. І першим аргументом у них був, що візьміть нас на роботу, от у колгасп, бо ми такі ж білоруси, як ви. Люди військові, вони абсолютно свідомо уявляли, що вони білоруси, говорять по-білоруську. У 96-му році я спинявся там в Овечі, там на Смоленщині, говорив з людьми. От.
І сапраўды пераканаўся, што свядомасць даволі высокая у людзей. Людзі разумеюць, я кажу, падышла да мяне жанчына, вы куды едзеце? Я кажу, туда і туда. А я ў Сураж еду. А чаму вы мяне пытаеце? А я пагляджу, вот вы нейкі, вот вы наш чалавек. Вот вы гаворыце так, як мы. Вот такая была ситуация. Я не знаю, ці она за 30 год моцна змянілася, але гэта вельмі важны момант. Другое. У 90-м годзе я сустракаўся некалькі разоў з старшынёй смаленскага аблвыканкама Орловым. Ну, вы маладыя, можа, не памятаеце яго. Ён быў у 90-х годах, ён сам з Белгорода. Вот, ён быў дэпутатам Верховного Совета РСФСР. Ну, і мы спатыкаліся з ім у Москве, паколькі у нас была дэлегацыя ад Верховного Совета. І якраз это быў, прабачце, это быў 90-й год. Вот. І якраз тады вельмі востра стаяла пытанне аб Чорнобылю. И он мне сказал так, что вот нам выделили тут миллионы, там все сколько, но мы не знаем, что робить. А чему вы не знаете? Ну, вы знаете, у нас в районах по 8 тысяч населенцев. У среднебелорусском районе на той час это 80-90 тысяч. А на Смоленщине 80 люди поутекали, в основном в Москву. Поли позарастали мохом. Ну, я это все сам бачил. И это жахливая ситуация. И этой Орлов каже, ну вот гроши выделили, а як зробить? Ну, открыто каже, что мы просто не знаем. Я кажу, я вам могу дать идею, як зробить. Это был той час, коли Ельцин там казал, берите своих детей, такое не хочется. Я ему кажу так, послушайте, у нас великая проблема. Мы зараз створяем законодавство по Чорнобылю. Нам десятки тысяч, на сотни тысяч людей треба выселить з Чорнобильської зони. Нам нема куди їх виселяти. Це велика проблема. У вас землі нема кому опрацовувати. Пустые землі. Мы гэтых людей можно переселить у Смоленщины. Ах, как хорошо. Я говорю, нет, это только початок. Але питання такое, что Смоленщина включается у склад Беларусь. У 1937 году были подрыхтованы все документы по взбуйнению Смоленщины. Вы ведаете историю Беларуси, сподіваюся, ведали, что 2 раза были узбуйнения, и Могилевщину, а потом Гомельщину долучили, забрали, и заставалась Смоленщина. Эти документы были потоплены в крови разом с людьми, всех расстреляли. И это питание зникло. Вот. Как не это вот террор, який почав у 37-му те саме, то Смоленщина була долучена так само, вернута назад. Бо ви ведаєте, що БССР утворалася в Смоленську. Вот, ну, это вы знаете историю. Так вот, это Орлов каже, вы знаете что? А мы згодны долучиться до Беларуси. Только это повинно быть политичное решение. А вы подтримаете? Мы поддержим. Но это, конечно, политичное решение. Это Верховный Совет, и это все повинно это робить. Я кажу, добре, давайте зробимо споткання з псковськими депутатами, з Орловськими, Орловская область, и Смоленская область, и Бранская область. И вот наши депутаты, я там еще присутнічав, Трусов, депутатом еще живе. Вот. И мы споткались с этими депутатами. И говорили им, бо у Орловской области так само есть белорусские территории, где по-белорусски, у Бранску. Бранск это была Смоленская область, Бранщина. Вот. И мы обмірковували это питання. И они вельми серьезно отнеслись до этого. Они серьезно слухали, каже, конечно, повинно быть політичне рішення, а Орлов был вельми зацікавлений, тому що это был бы выход. И он мне каже, я сам з Белгорода, но коли я стал старшиною Смоленского облвыканкама, то я познакомился с историей Смоленщины. Я знаю, что это белорусская территория, это Великое княжество Литовское. Ну, что-то ведаю, оказывается. Ну и вот, что я мне сказал. Вы знаете, мы были в Беларуси,
ну, ваш уровень ваших кадров, конечно, выше, конечно, мы понимаем. Значит, ён занепокоился, что когда будет довучение, ну, то ён не будет старшиной обоих. Я ему кажу так, что, вы знаете, это все вырашально. Просто мы можем принять специальное законодавство, а вольные все, как кажут, кадры застаются. Это нема проблем в этом. Вот, важно это. Вот какая была размова. Вот. Потом вы знаете, чем кончилося. Ельцин почал войну в Чечении, и вернулась империя. При Ельцине все вернулось. Это был часовый стан, когда они с Горбачевым спрочались об уладу, и тогда Ельцин говорил, берите там суверенитета, кольки хочете, и так далее. Как только они досягнули улада, как только все заняли, тогда все, они вернулись на строй. Ну, а справа вот еще в чем. Я приехал в Минск и говорю с Дементьевым. А Дементьев это был старшина Верховного Совета. Это такий был чиновник, недалекий, обмежованный, абсолютно такая фигура сервильная. Я попробовал с ним говорить. Кажу, слухайте, можем створить делегацию, поехать в Москву, треба говорить с Ельциным. Мы можем вырашить Чернобыльскую проблему и одночасно долучить Смоленщину на Беларусь. И он побелел, задрожал. Вы что говорите? Вы понимаете, что вы говорите? Вот. Это не те были люди, які вирішали це питання. Але я вам скажу, у політиці так, буває, от незалежність Білорусі в 91 році, треба було відповідний час і відповідний момент. На день спозднилися, могли бути проблеми. Вот так и тут. Вот был час, где-то полгода, и это все можно было вырашить. Это засталось так, как засталось. Ну, теперь ситуация вот с вашими подходами. Конечно, безумовно, самый лепший был бы вариант, это такие, какие вот намечивался с Орловым. Потому что, ну, натуральный. Але ситуація, глядите, яка возникла. Тады Орлов з задовольненнем бы на это пошел, потому что Беларусь была для его, ну, высшим идеалом. В Беларусі лепей жили, порядку было больше, ну, то бачив. И тому он сам хотел, он разумел, что это будет выгодно. Что теперь в Беларуси отбывается? Оккупация, геноцид, все знищено, все организации, люди сидят в турмах, знищена школа, знищено все. И тут ситуация такая, что когда некая может быть перемены, скажем, в связи с войной, мы не знаем, как кончится эта война, вот, то проблема больше складанная возникает. И тому, мне сдается, ваш подход такой, и он, ну, довольно-таки дипломатичный, он так само мог бы быть. Вот. Одиное, что треба больше, на мой погляд, подходить с реальности, из историчной, потому что створение некой новой национальной супольности не атрымаецца. Потребно вельмі шмат што, і літаратура, і інтэлігенцыя, вельмі шмат што трэба. А вот некая аўтаномная асобная дзяржава на аснове беларускай культуры, беларускай гістарычнай мовы, это магчыма. Это магчыма. Таму пытанне з мовамі вы павінны дакладна, у вас ёсць там афіцыйныя мовы, вы абышлі это пытанне, но это трэба ясна сказаць. Які статус будзе рускай мовы? Ці это будзе статус мовы нацыянальных зносін, ці сацыяльных зносін. І я статус павінен пакінуць, тому што людзі гавораць па-руску. Это элементарная рэч. Тое саме будзе ў нас у Беларусі. Мы в Конституции 2004 года покинули, потому что не мы виноваты, что стали говорить по-русски. Политика была русификационная, а лишь мы белорусы, значит, мы не можем сами себе, кажется, загонять. Вот, тому эта мова повинна быть, люди повинны користаться, она будет наравне. Одночасно политика в Беларуси будет адрадженская, будет школа белорусская, будет телебачение, будет все, и
праз одно-два пакаленні все вернецца так, як і ў еўрапейскіх краінах, як у Чэхіі, як у Словакіі, элементарная рэч. Вот. Таму мне здаецца, што на основу цікавую вы зрабілі і сам цікавы падход. От робіцца Канстытуцыя, робіцца вобраз, які можа быць. І потым на гэту ідэю пачынае, па ідэі павінна наслаиваецца думкі людзей, якія гэта бачаць. Это так рабілі ў Расіі некалі дэкабрысты. Но калі вы читали там ихние конституции, это не то, что дитячий лепет, это некий большевизм. Это настолько примитивно все, что просто люди не читают и думают, там, южное товарищество, все. Это такое детство просто имперское. Ну, хочу вам сказать комплимент. Ваш уровень, конечно, значно лепший, безумовно, и системно, и принципово. Это, можно над этим працаваць. Вот, можем нават консультоваться по неких пытаниях. И когда вы договоритесь, вырашите питание все ж таки, что это будет, какая мова, какая культура, цалкам магчыма аўтаномія, цалкам магчыма, нават калі гэта будзе нейкая, нават одна, допустим, это была б одна Беларусь, то Смоленщина могла б мець аўтаномію самакіравання. Полная, нават свою конституцию. Нават это можно было быць. Нормально было. Але гэта было больш реально, потому что стварэнне нечага такого, чаго нема, чаго мы пачынаем выдумываць, і если там стары смоленская мову з тых рукопісаў будзем браць, гэта нічого не будзе. У габрэяў атрымалася, потому что габрэі — это адзіны народ, які ўжо 4000 гадоў таму быў нацыяй. Это я так сказал, не доказываючи, але это так. Сведомость зусім другая. Вот. И тому яны стварылі тое, што не стварыў ніхто. Яны адрадзілі старажытную мову, євритами, державу и так далее. У них это атрымалася. Вот. Тому ёсць шмат думак, вы тут сваімі нарадзілі, ёсць аб чым пагаварыць. И калі, скажем, некие трэба консультации, ці нешто, то я з задавальненнем мог бы з вами поговорить. Я думаю, спадар Мусаў, я ему специально дослал, как он почитал, кажу, поглядзі. И его добрые ўражанні, кажа, концептуально и принципово есть такие речи. Так что, есть над чым подумать, я думаю, але сама идея вырвання Смоленщины з Мордора, потому что у России Смоленщины капцы. Конец просто. И так уже конец. Там же, я же был, я бачив те полі, які позарастали лозой и мохом. И был я в мае, когда ничего не сеется. Понимаете, это, жах. Не думаю, что теперь стало лепей. Вот. Тому будучыня Смоленщины вот таким чином отрадить эту смоленскую землю и разом с Беларусью. Вот, але разом и Беларусь отраджают, потому что мы так само в вельми недоспешном стане находимся. Але мы оптимисты. Мы бачим, что у нас все будет добре, только треба шмат что пережить. Переживем. Переживание и такие тяжкости жыццёвыя, яны ўзмацняюць дух и ўзмацняюць народ. И наш народ так само вот з гэтага ўсяго, з этого маразма, які находится, он выйдзе мацнейшы. Мы шмат што страцілі, але мы выйдзем як нацыя мацнейшыя з гэтага. Это закон истории такі. Так что захоўваем оптимизм, и поспеху вам, смолякам, у вашей працы. Всего вам доброго тады. Калі можа быць какие-нибудь пытанні у вас, я могу отказать так само.